В эфире новости, с вами Марфирина Алексеева. Озвучу основные события к этому часу. В селе Сымах состоялся запуск газа и возложение цветов к памятнику Федора Попова. О событии. Из-за паводка в Аймяконском улусе заготовить сено удалось только на 52% от плана. Какие меры по заготовке сена предприняты? Новые места для регистрации браков появились в Намском улусе. Расскажем, какие. Сегодня на родине первого героя Советского Союза из народа Саха Федора Попова в Мегино-Кангаласском районе селе Сымах состоялся запуск газа. В этот день с жителями села разделил радость глава Якутии. 1 октября – день значимый для жителей не только села Сымах, но и всего народа Саха. Это день подвига Федора Попова. В знак памяти и уважения первым делом возложили цветы к памятнику Федора Кузьмича. Национальная газовая компания «Саха-Транснефтегаз» провела работу по газификации населенного пункта. Был введен в работу межпоселковый газопровод Беджиме-Сымах протяженностью около 24 километров. Всего в селе уложено порядка 14 километров сетей, а к газовым сетям подключено 115 домов. Село Сымах у нас отдаленное село Мегино-Кангаласского улуса, и то, что сюда газ пришел, это, конечно же, переворот жизни людей, улучшение качества жизни людей. 115 уже домовладений сегодня газифицировано котельная. И, конечно, это не только качество жизни людей сегодня, это и возможности для развития сельского хозяйства, для новых производств. В целом, я считаю, что газификация в Якутии социально идет очень хорошими темпами. В этом году 1300 домовладений у нас уже получили газ, а всего за годы социальной газификации 10 тысяч домов якутян подключились к голубому топливу, улучшили качество жизни. Сложным выдалось нынешнее лето для жителей Аймякония. Из-за обильных дождей и паводка все сенокосные угодья были затоплены, и заготовить сено удалось от намеченного плана только на 52%. Министерством сельского хозяйства было принято решение о завозе грубых кормов. План завоза составил 1201 тонну. На сегодняшний день завезено 1087 тонн сена, что составляет 90%. Остальные 114 тонн решено доставить по зимнику. Основной объем кормов завезен из Мегино-Кангаласского, Усть-Салтанского, Татинского улусов, с Намского 32 тонны, с Мегино-Кангаласского 50 тонн, с Амгинского 30 тонн. Были предоставлены хозяйствами как гуманитарная помощь. Но, пользуясь случаем, выражаем огромную благодарность всем причастным, кто принимал участие. Такая помощь была очень важна для пострадавших от паводка. Сегодня в республику прибыла депутат Госдумы Галина Данчикова в рамках ее традиционной региональной недели. Сразу по прибытии депутат приступила к активной работе, приняв участие в важной встрече председателя Постоянного комитета Госсобрания по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики с ветеранами педагогического труда арктических районов. Во время мероприятия Галина Иннокентьевна тепло поздравила ветеранов педагогического труда, отметив важность профессии и их значительный вклад в развитие региона. В ходе рабочего визита в республику депутат Госдумы примет в Николаевском форуме участие. Кроме того, запланирована встреча с людьми старшего поколения. Мы сегодня провели эту душевную такую встречу с педагогами, ветеранами Оленёкского района. В преддверии Дня учителя, этого праздника, которого, в общем-то, наверное, ждут и родители, и педагоги, и дети тоже. Сегодня мероприятие также было посвящено 90-летию образования Оленёкского и Венкийского наследия. На самом деле Оленёкский, он для меня родной. Сегодня там развивается промышленность, остается в районе молодежь, строится. В Якутии развивается сеть семейных МФЦ, которые призваны стать надежной опорой для семей с детьми. Инициатива реализуется в рамках пилотного проекта Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подробнее в сюжете далее.
Для России приоритет – поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Эти слова не заявление, а руководство к действию. По поручению президента на Дальнем Востоке реализуются программы помощи семьям. Социальные выплаты, мат-капитал, дальневосточная ипотека – все это помогает семьям уверенно строить свое будущее. Отдельное внимание многодетным. У меня 6 детей, младший самый год и 8. И средний ему 5 лет. Социальный контакт, да, получала я на дом, ремонт дома сделала. Благодаря господдержке семьи получают доступ к необходимым социальным услугам. На передовую социальной помощи выходят новые форматы. В Якутии развивается сеть семейных МФЦ, опорных точек для семей. По принципу одного окна работает первичное отделение приема, специалист которого занимается оперативной обработкой обращений, ориентирует семьи в получении социальных услуг. Есть отделение экстренной психологической помощи. Всего в Якутии работают 6 центров, 2 из которых были торжественно открыты в День государственности. Также в Чурапчинском семейном МФЦ открыта группа кратковременного пребывания «Передышка» для детей с ОВЗ. В 2023 году наше учреждение участвовало в пилотном проекте Министерства труда Российской Федерации и выиграло грант на сумму 5 миллионов тысяч рублей. Всего в республике помощь получили более 4900 семей, и более 70% из них уже смогли выйти из трудной жизненной ситуации. Все услуги в семейных МФЦ предоставляются бесплатно. Перечень поручений президента страны, чтобы в каждом муниципальном образовании были созданы семейные многофункциональные центры. Вот на сегодня у нас их уже 6. Эта работа будет продолжена. Она была проведена при поддержке главы республики. Обратиться за помощью в МФЦ можно лично, по телефону или через соцсети. Семьям помогают получить меры поддержки, проконсультируют у психолога и логопеда, организуют досуг. Укрепление института семьи не только национальная задача, но и реальность, которую люди ощущают уже сегодня. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. В День пожилых людей состоялось торжественное открытие нового кабинета врача-гериатра в Алекминской ЦРБ. Это событие стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и федеральной программе «Старшее поколение». Инициативы направлены на развитие гериатрической службы и улучшение ухода за пожилыми гражданами. Гериатрия – это медицинская дисциплина, направленная на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, характерных для людей старшего возраста. По статистике, в Алекминской районе людей пожилого возраста около 4000 человек. Очень отрадно, что в Международный день пожилых людей в Алекминском районе открывается гериатрический кабинет. По счету он 10-й. Но 10-й – это круглая цифра и очень важная цифра не только для населения, всего населения Алекминского района, но и для всей службы. Потому что открытие гериатрических кабинетов оно способствует большему вниманию вопросам здоровья пожилого населения. С помощью гериатрического кабинета начинаются внедряться новые так называемые геронтотехнологии. В Усть-Алданском улусе школа 3-го возраста функционирует с 2013 года. В рамках школы ради активного долголетия работают десятки кружков, одной из которых является йога. Диапазон возраста занимающихся йогой составляет от 50 до 82 лет. Здесь каждое утро женщины пожилого возраста выполняют множество комплексных упражнений на гибкость, тем самым растягивают разные группы мышц. Йога развивает гибкость, силу, координацию. Еще мы начали меньше болеть, улучшилось самочувствие и стали гибкими, мышцы стали упругими. Йогой можно заниматься в любом возрасте.
Государственную регистрацию и заключение брака могут проводить на исторических площадках Намского улуса. Постановлением правительства республики в реестр дополнительных новых мест для торжественной регистрации брака внесли смотровую площадку Усть-Серге, площадь Максима Амосова, парк культуры и отдыха Ансиали. В день проведения выездной коллегии торжественно чествовали 3 семьи юбиляров, проживших вместе 50, 55 и 60 лет. Супругам вручили знак «Семейная доблесть». Их имена занесли в почетную книгу юбилейных свадеб Намского улуса. Также все семьи получили денежные выплаты на сумму 50, 55 и 60 тысяч рублей. В следующем году появятся новые места. Ну, я надеюсь, что эти места будут очень популярными не только для жителей Намского улуса, но и в связи с близостью с городом. Я надеюсь, что будут многие приезжать и устраивать здесь фотосессии и регистрацию браков. Зима близко, а к морозам лучше готовиться заранее. В Якутске открылась ярмарка верхней одежды. Просторная площадка на 2-м этаже торгового центра «Саха-Экспоцентр» превратилась в выставку разнообразных коллекций. Здесь собраны модели более 40 брендов, многие из которых впервые представлены горожанам. Подробнее в сюжете Анастасии Нянниковой. Посетителям предлагают широкий ассортимент – от классических парок и дубленок до современных пуховиков, алясок и бомберов. Есть и кожаные куртки и штормовки. Размерный ряд охватывает от 36 до 76, поэтому каждый сможет найти подходящую модель. Стартовал новый проект ярмарки. В общем, видов 40 одежды, предназначенных на температуру крайнего севера. Так как вещи будут в последних размерах и экземплярах, цена на них будет снижена до 70% от цен магазина, то есть даже в сезон. В торговом зале можно найти как практичные повседневные модели, так и эксклюзивные варианты. Представляю вашему вниманию куртку. Пояс на затяжках, материал мембрана, водонепроницаем и не продуваем. Весит такая куртка всего лишь 500 грамм. Организаторы отмечают, что ярмарка – это возможность приобрести теплую и удобную одежду для зимы и при этом сэкономить семейный бюджет. Я прошла всю зиму в них. Рука тянется туда, шубу почти не одела. Вот куртка и тепло, и легко, и вообще качество супер. Работа ярмарки ограничена по времени. Она продлится 5 дней. Количество моделей и размеров также ограничено. Анастасия Нянникова, Артюмен Наговицын, Якутск. Во Владивостоке постепенно наступает осень, а в ботаническом саду Института ДВО РАН продолжается сезонное цветение растений. В коллекции сада представлено около 80 сортов и видов хризантем, различные формы и окраски астр, 70 видов гортензий, а также георгины и брукмансия. Общая площадь территории составляет 169 гектаров. Пространство условно делится на несколько зон: экологическая тропа, оранжерея с тропическими растениями, экспозиции с декоративными и сезонными культурами. Также сад реализует программу экологического просвещения, проводит разнообразные экскурсии, сезонные мастер-классы для детей и образовательные мероприятия. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.